Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Борис Покровский, такую хочу подметить его цитату, что творчество Жиганова — творчество не только татарского композитора, как творчество Чайковского, не только русского, как и Верди — итальянского. Жиганов татарской душой вошел в общий ансамбль мировой и духовной культуры. Назип Жиганов родился 15 января 1911 года в Нижнеуральске, и семья у него была, так скажем, семья рабочих. У него было 7 человек в его семье. Это мама Газиза, отец Гаязидин, 2 брата Джамал и Джаляль, сестры Файза и Амина, и самый младший ребенок был сам Назип. Его жизнь началась трагично, потому что его отец уже умирает в год. В 2 у него умирает старший брат Джамала и сестра Амина, а в 5 лет уже уйдет из жизни и сама мама. То есть в семье у них останется только 3 ребенка. Это Файза, Джаляль и сам Назип. Мать, свою маму, конечно, Назип не помнит, но он говорит о том, что даже в 60-х годах он наверху написал на своей фотографии «Минем НКМ, моя мама». Из воспоминаний хочу зачитать, как вообще они жили. Жили они очень, так скажем, трагичная жизнь была. Брат Джаляль говорил, что «я не помню, чтобы мы досыта наедались, всегда ходили полуголые». В это же время старший брат Джамал с товарищем утонули в Чаганке. Мать тяжело перенесла смерть сына, ведь он вот-вот должен был начать помогать нам материально. Затем похоронили сестренку Амину, и нас осталось 3. Гульджамал Апа, наша дальняя родственница, уговаривала маму согласиться выйти замуж за Авзала Камалова. После долгих мучительных разговоров этот брак состоялся. Камалов Авзал профессии не имел, был обыкновенный мелкий торговец и днями пропадал на базаре. Отчим кое-как нас приодел и увез в Саратов. Здесь у него дела вроде пошли несколько успешнее, он частенько стал приходить на веселе, вел себя агрессивно, придирался к маме, несколько раз даже избил ее, с нами обращался грубо, и мы старались не попадаться ему на глаза. Однажды в летний день, придя пьяным, отчим затеял скандал, как все начал ругаться, оскорблять маму, схватил нож и ударил ее. В дальнейшем описывается то, что, соответственно говоря, мама умирает, они остаются без родителей. Ходили слухи, что в городе откроются детские дома, но до этого надо было дожить. Однако нашлись добрые люди, которые согласились временно приютить нас у себя. Мы в ответ высказали свою благодарность, полностью выполняя все поручения по дому. Наконец, в Уральске открылось несколько детских домов, куда принимали в первую очередь круглых сирот. Мы, безусловно, к этой категории подходили и немедленно были зачислены в детский дом номер 6. И вообще за свою жизнь Жиганов сменит 5 детских домов. Как раз-таки список, он его составит в 1968 году. Внизу его самый первый дом, номер 6, который был в Уральске. Кстати говоря, у Жиганова, у отца фамилия была Садыр Жиганов, Садри Жиганов. И почему вообще Назиба мы знаем как Жиганова? По этому поводу есть 3 версии. Первая версия, что паспортистка посчитала, что у маленького мальчика худенького не может быть такая длинная фамилия, и ему дали просто краткую — Жиганов. Вторая версия, что в детском доме щупленького Назиба за игру фортепиано подкармливали сердобольные воры из старших детдомовских пацанов. В жаргоне одно из значений слова «жиган» — вор, отсюда фамилию кстати, давали детдомских жиганов. И третья версия — это маленький Назиб рос озорным, шустрым, непоседливым, отсюда прозвище Жиган, то есть озорник. Это уже такая версия более правдоподобная, раз подтверждает 2 фактами. И вообще, о своем детстве Назиб говорил очень часто, особенно своим детям, и у него даже написал 3 таких необычных рассказа. Один из них, как он украл воблу. В 20-е годы, когда началось, так скажем, дети сильно не доедали, им давали буквально хлеб за весь день, местные мальчики стали воровать на базаре еду. И Назиба они тоже подталкивали: давай, просто хватай что-то резко и убегай. Как-то раз он не выдержал, взял жирную воблу, схватил и убежал. За ним, конечно, гнались. Он просто, что есть мочи, быстрее бежал, съел эту несчастную воблу. И то ли от волнения, то ли, в принципе, от ее, так скажем, жирности, в итоге вобла была не переварена, и он больше решил никогда не красть. И также забавный рассказ, как к ним пришла в гости в детдом Свечина. Это выпускница Петербургской консерватории. И она давала ему первые уроки фортепиано. После этого он, так скажем, уже привился к музыке.
В детском доме, по воспоминаниям воспитанников, уже в 12 лет он организовывал мероприятия, был активным ребенком и был избран председателем Совета пионерского отряда. То есть он был редактором «Стенной газеты», музыкально оформлял инсценировки, танцы, и также потом в кинотеатре играл топером. В 28 году, когда ему было 18 лет, он приезжает в Казань, решил пойти на постановку, которая называется «Аида» Верди. Именно этот день, наверное, могу назвать каким-то таким судьбоносным, потому что, по его словам, он не досмотрел, он, в принципе, полностью не досмотрел постановку, он ушел после первой части, и в этот день решил, что он когда-нибудь напишет свою оперу. То есть он был прям сильно ей вдохновлен, и от этого вдохновения он пошел в музыкальный колледж, и он решил поступать в музыкальный колледж, и, не зная ни нот, ни музыкальной грамоты, приемная комиссия на него смотрела довольно-таки, можно даже сказать, немножко с таким, презрением, то, что, что вы тут делаете, вам 18 лет, вы не знаете ни грамоты, ничего. И только одна преподавательница какой-то выразила добродушие. Это была Нина Александровна Шевалина. Она сказала, что я смогу тебя подготовить, если ты бросишь все и будешь заниматься только музыкой. И за зиму каждый день, днем и ночью занимаясь, он все-таки готовится и поступает. Занимается он у Марии Александровны Пятницкой по классу фортепиано. Его главными преподавателями будут как раз-таки Нина Шевалина, внизу есть фотографии, Рувим Поляков и Мария Пятницкая. В 30-м году, через год, собственно говоря, в Казани он приезжает к своей сестре, к Фаизе, но через год она тоже умирает, и когда муж вместе с дочкой уезжает в Крым, он остается сиротой. К счастью, в училище обучение для сирот было бесплатным, и поэтому с этим проблем не было. И также он еще хотел, так скажем, еще больше изучать музыку, поэтому он берет уроки виолончели уже неофициально как раз-таки у Рувима Полякова. Инструменты предоставили бесплатно, и потом он также перешел на фагот, ему тоже он уже играл бесплатно. Играл на фаготе он в студенческом оркестре у Ильяса Вакасовича Ухадеева. Это как раз-таки дирижер, тоже важная личность, в честь которой сейчас у нас музыкальный колледж. Помимо этого, он еще также работает в клубе завода имени Вахитова пианистом и также активно участвует в общественной жизни, будучи секретарем комсомольской организации, выступал в агитбригадах. То есть общественная жизнь, творчество, учеба и работа всегда он старался совмещать одновременно. В училище произошли, так скажем, сильные изменения, перемены, так скажем, накалились политические ситуации, и поэтому очень сильно упала подготовка учащихся и отсутствие обучения по некоторым специальностям. Вынуждали талантливых студентов искать возможности для обучения в других городах. Очень много студентов из-за нехватки денег работали, не спали и даже просили какие-то, так скажем, общежития и дома, где они могли бы спать и ночевать. Не заканчивая училище, он по совету Александра Ключерева, он принимает решение продолжать образование в столичном музыкальном техникуме в Москве. И по комсомольской путевке он учится у Литинского по классу композиции. Он уже берет официальное знание именно композитора. В дальнейшем он совмещает учебу с работой музыканта в Московском татарском драматическом театре 2 года и музыкальным руководителем в Доме татарской культуры. Технику на первом курсе он познакомился со своей первой женой, это Серафима Минеева, и 4 года он добивался ее расположения ее семьи, и в 1935 году, после того, как он его закончил, он уже, так скажем, делает ей предложение. У них рождается дочь Светлана, и вот как раз там есть вот там маленькая фотография. И на ней сейчас мы остановимся немножко подольше. Вообще они поживут с Серафимой 15 лет, и в 49 году они разойдутся. Несмотря на репутацию довольно-таки такого сурового Жиганова, он с дочкой был очень милым. И вообще, так скажем, дочка была самым близким для него человеком. В архивах есть письма, которые Светлана Жиганова очень, так скажем, трепетно хранила. И сама она рассказывала, на самом деле, что их отношения были довольно-таки тяжелые. Из-за того, что у нее характер, видимо, пошел в отца такой пробивной, и из-за того, что он расстался с матерью, они очень часто конфликтовали, не общались, но любили друг друга.
И даже с самого детства, вот можно, кстати, заметить, можно зачитать письмо, которое он писал. То есть он пишет с таким очень трепетом, с такой добротой. Светик, ты, наверное, еще не забыла нашего Галчонка. Галчонок как-то прилетел к нам и спрашивал про тебя. Ну, в общем, крепко целую тебя, твой папа. Скажем, был таким отцом и семьянином. Он также писал еще и составил сборник альбомов моей дочери, и который издавала фирма Кикимора. И немножко говоря про Светлану Жиганову, она, как и отец, посвятила свою жизнь служению музыке. Выпускница КГУ, окончила также Казанскую консерваторию как певица меццо-сопрано по классу профессора Лосько. В консерватории проработала 32 года, стала заведующей кафедрой оперной подготовки, профессором, заслуженным деятелем искусства РТ. Среди ее учеников, их было около 60, это народные артисты Галина Ластовка, Ренат Ибрагимов, это все солисты оперного театра, и Татьяна Зорина, солистка Новосибирского театра. Зачитает статус Светланы, наверное, потому что папа с мамой в 48 году разошлись, наши отношения были сложными. А я была девочка с характером. Моя мама, Серафима Алексеевна Жиганова, всю жизнь прослужила в нашем театре. И расстались, когда ей было 34 года. Она страшно переживала, а я переживала вместе с ней. Мы не общались с отцом до моего 28-летия, хотя я очень любила его и знала, он тоже меня любит. Если мы ругались, то и ругались здорово. В основном на профессиональные темы. Да, он мог быть суровым, жестким, принципиальным, но и очень добрым, человечным и терпимым. Он писал дочери, даже когда они были на работе, писал жене, внуку. Внук у нее, ее сын был Алёша. Как раз таки фотография Назиба со Светланой и произведения, которые он написал специально для дочери. Даже, так скажем, в своих произведениях, которых он писал, он часто оставлял заметки для своей дочки. Всю жизнь, так скажем, как истинный отец, гордился ее успехами. Есть только здесь небольшая цитата, тоже ее зачитаю. Когда Светлана, так скажем, была преподавателем в консерватории. «Молодежь, твои ребята получили по 5. Это приятно не только тебе, но и мне. Да-да. Работай над собой, читай, береги свои мысли, не торопись их обнародовать. Бойся коридорных разговоров, ты должна отличаться своим знанием. Ваше поколение, если не будет войны, должно дожить от 90 до 130 лет. Скоро будут менять почки, их можно будет купить в аптеке, а сделать их из пластмассы. А потом сердце будут выдавать, правда говорят по блату. Только насчет мозгов ничего не говорят. Жаль, есть выход. За вас будут думать машины, они будут и петь. Вот здорово». Такая немножко юмора. С техниками он уже начал писать произведения, и в 1935 году он его окончил дипломной работой, которая был струнный квартет. После этого исполнения известный композитор Мясковский предложил принять его сразу на 3-й курс в Московскую консерваторию. В Московской консерватории в годы Жиганов общался с многими крупными деятелями, которые, собственно говоря, повлияли и на его идейное творческое формирование. Это и руководитель по классу сочинений Летинский, Леташинский, Цукерман, и известный композитор Кабалевский Дмитрий Борисович, и Мурадель Ивано Ильич. Он хорошо общался с обучающими Царской оперной студии, в дальнейшем с которыми общение переросло в крепкую дружбу и совместное сотрудничество. Это были такие певцы, как Музафаров, Ключерёв, Файзи, Хабибуллин, Яруллин и писатель Муса Джалиль. Во время обучения был такой забавный момент, что учился не только Жиганов, но и сам преподаватель. Когда Жиганов подошел к Летинскому, чтобы он ему посоветовал, как лучше написать фрагмент из фортепиано-сонатины, преподаватель накидал свой эскиз карандашом. И Жиганов робко ответил, что это не по-татарски. Вариант Жиганова сделал бы главную партию слишком интонационно однотипной, а вариант Летинского сделал бы его таким разностильным. И поэтому из того, что Жиганов был первым татарским, в принципе, студентом в Московской консерватории, это было и обучение как и для Жиганова, так и для самого преподавателя. И в Московской консерватории он закончил ее дипломную работу «Кашкан». Как раз-таки внизу, кстати, можно заметить такой небольшой шарж, который написал Назиб Жиганов. Поначалу дипломная работа должна была быть на Акне, и должна была быть опера «Булат-Батыр». Но близился первый выпуск татарской оперной студии, и должен был театр открыть новую постановку татарской оперы. Это дело доверили Жиганову, а для разработки либретто полной 3-актной оперы был приглашен поэт Ахмед Файзи. Тогда-то и возникло намерение создать оперу, повествующую об участии крепостных крестьян татар Поволжья в Пугачевском движении под предводительством беглого крепостного Булата. Можно просто заметить фотографии. Идет у нас вот Жиганов, Яруллин,
Ахмед Фаизи и венгерский сам Генрих Литинский, который у него преподавал композицию. И здесь у нас также Назиб Жиганов, Салих Сайдашев и Хафиз Гатов. Кстати, забавный момент, что аттестат ему закончил он вообще в Московской консерватории в 1938 году, а аттестат ему выдали в 1941 из-за того, что, так скажем, репутация у него была полагаю, из того, что он был таким прямолинейным и очень, так скажем, стоящим на своем, он наживал очень много врагов. Поэтому во власти на протяжении всей его жизни его всячески, так скажем, подавляли. Много композиторов также о нем высказывались, как его и друзья, так и потом и не друзья, высказывались о нем очень так-то негативно. И сам ректор Московской консерватории, чтобы Жиганова не отправили на войну, в армию, попросил на власти, чтобы ему выдали аттестат, что он уже закончил учебу, и ему не нужно идти в армию. Вот, собственно говоря, уже ему потом выдали только через 3 года. Думаю, также стоит отметить и Габдулла Тукая. Вы, наверное, все знаете Габдуллу Тукая, известный татарский писатель. И когда, еще в детстве, Жиганов часто был в медресе Мутагия, где как раз-таки и учился Габдулла Тукай. Дом этот принадлежал Хазрату Тухватуллину, и очень часто Назиб там общался вместе с Галией Тухватуллиной Кайбецкой и с Сарой Заровой. Он с ними дружил, называл Сару ласково Саруш, и по приглашению он играл у них в различные, так скажем, песни, произведения, так скажем, и весело проводили время. И позже он напишет в консерватории симфоническую поэму «Кырлай» по озорной тукаевской сказке «Шурале». И еще беседу с другом Ахматом Файзи, почитателем и исследователем жизни поэта. Файзи увлекал Жиганова замыслом создать оперу о Габдулле Тукая, и друзья намеревались начать работу, но смерть Ахмата оставила все начинания в замысле. В библиотеке композитора есть том стихов Тукая, испещренный жигановскими ремарками, музыкальными фразами и еще набросок плана оперы о великом поэте. Незадолго до завершения своего земного пути Жиганов еще раз обратился к поэзии Тукая и создал романс на стихотворение поэта Валлахи. Тут уже можно заметить его как раз-таки правки на его стихотворениях, ниже его рукопись партитуры Кырлай и план, который не был в итоге воплощен в жизнь. В 1937 году в Казани открывается Татарская государственная филармония, где как раз прозвучала первая симфония Назиба Жиганова. В своем письме жене он делился о том, что филармония уже ждет его, так скажем, с своими произведениями и ждет от него ответа. Но из-за того, что он учился в Московской консерватории, он не мог, так скажем, уделять времени и учебе, и работе. И поэтому в 1930 году, когда он уже его заканчивает Москву, он возвращается в Казань, и начинается, скажем, его расцвет его творчества. В 1939 году ставится постановка оперы «Кашкан» в Татарском государственном оперном театре. Затем в 1939 году... Так сбилась. Да, получается, в этом же году, 10 февраля, он создает Союз композиторов СССР, где становится председателем. Александр Ключарев был секретарем, а Мансур Музафаров был членом бюро. В этом же году к Жиганову в Казань приедут жена с дочерью, и со Светланой проживут вместе 2 года. Год за годом он пишет произведения. Это была и опера «Ирек», «Ильдар», «Алтыншеш». В 48-м это тоже известная опера. В 1948 году она получит государственную премию, будет ставиться не только, так скажем, в Казани, еще она и поставится в Праге. А в 1941 году его как раз-таки уже берут в театр оперы и балета в художественном руководителе. Решая проблемы национального оперного и балетного репертуара, Жиганов начал сочинять произведения для Татарского театра.
В 1943 году он завершил работу над первым татарским балетом для детей «Фатех» на либретто Гая Тагирова. В этом произведении тема Великой Отечественной войны раскрывалась через фантазии и переживания ребенка. Сценическое воплощение это произведение композитор не получила. По театральной легенде Жиганов на одной из репетиций балета в сердцах порвал партитуру, а вскоре сам подал заявление об уходе из должности художественного руководителя. В дальнейшем, в 1945 году, он организует консерваторию, и это становится таким, так скажем, важным шагом в татарском искусстве и в целом, думаю, в жизни Жиганова. Он, собственно говоря, как это вообще было, то есть во время войны за год он получает одобрение у власти и за год открывает консерваторию, сам ее строит и работает на посту ректором более 40 лет. Как ему вообще пришла эта идея? Своей жене Серафиме он писал письмо, что меня пугает отсутствие у нас композиторской молодежи. Значит, что-то надо предпринять. Я уж не говорю об инструменталистах, которых у нас нет вообще. По словам самой дочери Светланы, у него идея возникла в Тбилиси после успешной декады музыки Армении, Азербайджана и Грузии. Его поразило музыкальное и симфоническое развитие молодежи, как хороши там оркестры, композиторы, музыканты. И 10 октября уже открывается, собственно говоря, сама консерватория. Первая плеяда у нас была это Зулиха Хисматуллина, Гульшат Сафиуллина, Валентина Лайско, Алмаз Монасыпов, Борис Евлампиев. Среди преподавателей это были те же самые Мансур Музафаров, известный композитор, и Василий Виноградов, Серегулова, Бармусов. Пианиста Пятницкая, он также берет ее к себе на работу, Берлин Печникова. И во времена, когда во власти начали, так скажем, ущемлять евреев и начали массово их изгонять из высших учебных учреждений, именно он берет к себе их на работу, и, так скажем, благодаря их профессионализму, не обращая внимания на какие люди были нацией, очень сильно выросла, в принципе, работа в консерватории. Преподаватели училища высоко оценили его вклад в развитие музыкальной культуры и приглашали к решению проблем к себе в техникум. Среди его учеников это был также Рустам Яхин, который учился у Жиганова композиции и одновременно работал педагогом по фортепиано. Яхин входил в спецгруппу студентов Московской консерватории, эвакуированных в Казань из-за войны. И сам Жиганов отмечал важную роль преподавателей Казанского техникума искусств, таких как Пятницкая, Поляков, Литвинов, в своей творческой судьбе. Консерватория стала региональным музыкальным центром Среднего Поволжья. Жиганов там создал, в принципе, атмосферу семьи. Часто устраивал там творческие четверги, совместные застолья. Он приглашал как студентов, так и преподавателей для сближения, в принципе, в общем, да, организовал такие различные встречи. И в целом многие, кто работали с Жигановым, отмечали, что он был довольно-таки профессионален в своей стези. Мимо него не проходили ни занятия чаще всего, ни какие-то редакционные правки, то есть он все проверял, все было под его присмотром. И как раз здесь пишется, что Жиганов управлял консерваторией демократично, интересовался нуждами педагогов и создавал условия для их профессионального роста. Из примеров он, когда преподаватели к нему обращались с тем, что у них не хватало какого-то заработка или, в принципе, так скажем, негде было жить, он выпрашивал у власти дополнительные квартиры, комнаты. Ну, то есть мне хочется отметить то, насколько он был, несмотря на свою суровость, довольно-таки человечным человеком. И в его музыкальных пристрастиях преобладала русская классика. Он также ценил многонациональную советскую музыку и уважал талантливых музыкантов разных направлений, и также включая джазменов. В его жизни хорошую роль сыграла супруга Нина Жиганова. В 1949 году он разводится с Серафимой и выходит замуж за Нину Жиганову. Вместе они проживут до конца его дней, и у них 2 сына. Это Рустам и Иван. Иван, почему Иван? Назван в честь его друга с детдома. Собственно говоря, когда я читала статьи, было много вопросов, почему именно Иван. Собственно говоря, также многие говорили о том, что вот, это такая там, пытались его, так скажем, в чём-то заподозрить. А ответ был действительно очень прост, что у него был близкий друг, в честь него он как раз-таки назвал сына.
Внизу можно заметить его фотографии, как они занимались. Часто они жили в Боровое Матюшино. И, возвращаясь к лекции, стоит уделить внимание также его, да, преподавательской сфере. А, Он был создателем Имперской композиторской школы, то есть он не только руководил консерваторией, он еще и преподавал. То есть он давал композиторские классы, занимался инструментовкой, опекал и вел каждого ученика. Ам, Если уже брать в целом его остальную жизнь, он также еще и занимался литературной деятельностью. Он часто писал различные статьи, в которых, так скажем, обозревал различные концерты, которые происходили в Москве и в Ленинграде. И уже в 1957 году случается большая постановка оперы «Джалиль». И на самом деле мне хотелось бы об этом рассказать. Хотела бы упомянуть, что все его оперы, которые он написал, действительно очень такие великие произведения. И из-за того, что у него очень объемная биография, ам, их я выделила в своей следующей лекции, где буду уже говорить чисто про них. То есть те, кто не знакомы с Жигановым, могут задаться вопросом, да, он создал консерваторию, а что вообще в целом он сделал для культуры? А на самом деле вклад был просто огромнейший, и все его творчество, которое этому послужило, будет упоминаться именно в ноябре.